Погнали. Ну, ты мне пару Да, вопросов. Русланович, здравствуй. Привет. Мы снова в эфире. Да. Мы снова из Донецкой республики. Да. Ты расскажи новости. Не буду тебе мешать. Новости, они приблизительно у нас сейчас такие. Вот с моего, наверное, с моей, наверное, не самой высокой колокольни, да, тем не менее, они обнадеживающие, потому что появилась явная надежда на массовое такое прекращение огня. Во всяком случае, она живет в народе. Народ начинает возвращаться и в Донецк, и в Луганск. Первое. Затем появилась надежда, если коротко, на приднестровский вариант. Как временное явление, оно вполне, видимо, всех сейчас устраивает после тех ужасов, которые были в предыдущее время. Отдельные эксцессы, они сохраняются. Естественно, даже можно сказать, не отдельные, а систематические. Тем не менее, того вооруженного противостояния, которое мы по лету помним, да, по Шахтерску, там, допустим, по Иловайску, на данный момент таких ситуаций нет, что обнадеживает и вселяет оптимизм. Если брать среди ополчения отношение к тем выборам, которые объявили там донецкие власти на данный момент, как альтернативу укрским выборам гораздо раньше, то отношение достаточно пофигистичное, с одной стороны, да, с другой стороны, естественно, несколько неприязненное. То есть там сложилась такая ситуация, которой летом не было, допустим, когда в простых ополченцах зреет такое чувство, что верхи там что-то творят, мы мало что понимаем, вот так вот примерно, да. Во всяком случае, я это встречаю постоянно. Так. Вот. Но моя работа, мой труд основной, как все знают, это относится к мобилизации русских добровольцев. И самое главное к тому, чтобы они попадали к хорошим авторитетным командирам, чтобы они попадали туда, где есть учебки, где есть боевое слаживание. Вот. Удалось ли создать русский полк? Естественно, но на данный момент идея о создании отдельного русского подразделения, которая стояла и уже была одобрена, она снова малость канула немножко на более нижний уровень после всех этих Минских соглашений, это раз. После принятого ООН решения и вынесенной резолюции относительно препятствования гражданам своих государств в пересечении границ для участия в воинских конфликтах. Россия ее тоже подписала, поэтому серьезные затруднения теперь встречаем при пересечении границы, да? Встречаем, перестали, раньше пограничники достаточно лояльно смотрели на то, что невыездные и алименщики пересекают границы, да, для того, чтобы служить добровольцами. Сейчас это стало как-то все достаточно жестко, гораздо, то есть сразу, это буквально в 1-2 дня после принятия этой резолюции, видимо, пришли какие-то указания сверху, и вот в связи с этими всеми решениями, видимо, в очередной раз создание русского подразделения как такового, да, оно замылилось. Но, тем не менее, тем командирам, которые обрели авторитет и, кроме авторитета, славный, так сказать, своим человеческим отношением к солдатам, это Моторола, это Кэп, это Козырь. Вот, людей сейчас на данный момент посылаем. Вот. Система, разваленная уже совсем было предыдущим руководителем, не будем и называть его так вот открыто, рано еще, но тем не менее на Г начинается, на Рев кончается. Вот. Мобилизационного управления. Эта система была мною восстановлена, но труд был тяжелый. И вот в связи с этим... Обращайся к командам Судовкома. Да. Перед своим обращением я хотел бы заметить и, так сказать, высказать благодарность одному из комрадов Удовкома, пожелавшему остаться неизвестным, за то, что он своими средствами помог
восстановить ту самую человеческую, хочу подчеркнуть, систему мобилизации добровольцев из России. Ну и не только из России, естественно, и белорусы, и казахи через нас едут. Так что это было после предыдущего моего интервью тебе, то есть один из комрадов оказал действительно существенную, серьезную помощь. Но он пожелал остаться неизвестным, поэтому я ему так громко заявлю, что спасибо. Вот. А сейчас обращаюсь снова за помощью, на этот раз за помощью информационной. Дело в том, что я несколько погорячившись, назначил одного человека, весьма непорядочного, своим заместителем. Естественно, я не знал, что он непорядочный человек, вовсе напротив, был такой весь из себя воевавший и все такое прочее. Он собрал вокруг себя тусовку еще каких-то непонятных людей. Соответственно, чтобы не грузить здесь всех деталями, скажу, что люди, прикрываясь сотрудничеством со мной, занялись неким сбором гуманитарки, а потом якобы растраты ее на те цели, которые, в общем-то, на которые и так руководство Минобороны ДНР и так отпускает деньги. То есть получилась вот такая ситуация. Я хотел бы попросить комрадов о следующем. Может быть, кто-нибудь поможет мне описать всю эту историю так, чтобы не перегружать людей лишними деталями, чтобы ее можно было в приличном виде запустить. Имеется в виду описать литературно. Правильно? Описать литературно, одновременно не перегружая людей деталями, потому что все это можно рассказывать очень долго, а если мы напишем огромный текст, то его и читать не будут. Вместе с тем о непорядочном поведении отдельных ополченцев, которые разводят московских девочек, приезжая, хлопая глазами и демонстрируя брутальный камуфляж, вот, сообщить людям надо, потому что приходит мне сообщение, что они продолжают деньги собирать с определенных А не хотите вы с ними лично встретиться и поговорить с оружием в руках? Нет, это естественно, с ними мы можем встретиться, поговорить с оружием в руках, но я же не знаю, сколько их вообще, да, в этой тусовке. А кроме всего прочего, то есть нежелательно было, я встречался с гражданами, с отдельными, нежелательно было привлекать и затевать конфликты на базе в Ростове. Угу. Вот, о чем хозяин базы, который также любезно ее предоставляет, очень сильно просил. И вот, двое других, в том числе мой заместитель, не предупреждая меня, исчезли в неизвестном направлении, якобы в голубые скалы, но до туда как бы, опять же, якобы не добрались. То есть противоречивые течения внутри, они есть. И многие люди умудряются пустить пыль в глаза или сдружиться. Ну, а скажи, вот ты это все рассказываешь. Создается впечатление, что какой-то разброд. Скажи, на самом-то деле, боеспособное ополчение, все в порядке? Ополчение весьма боеспособно. Одновременно с этим, как я подчеркивал в прошлый раз, разброд определенный наблюдается. Да, действительно, он наблюдается, действительно существуют разные взгляды на будущее, существуют даже разные взгляды на взаимоотношения с украинскими войсками, да, кто-то требует уничтожать их до последнего человека, кто-то требует вести там агитацию, да, соответственно, руководство, насколько я понимаю, армии, более всего рассчитывает на зиму, которая объяснит людям, утром, какие они люди, в принципе, которая объяснит утром, Итак, что... у меня к тебе два вопроса. Да? Первый такой. Расскажи про захоронение. Про захоронение. Хорошо. Постоянно обнаруживаются различного рода захоронения, могилы. Причем я лично и мои, скажем так, с высокого уровня знакомые полагают, что это вот такая некая верхушка айсберга, да? То есть это тех, кого
умудрились не прятать, а захоронить просто спустя рукава, да, в результате пьяных расстрелов. Ну, соответственно. Их пытали? Да, безусловно, следы пыток наличествуют на очень многих телах. Это действительно так, Это военные или гражданские люди? и гражданских лиц настолько немерено, то есть в большей степени я бы сказал, что это гражданские люди. Но насколько, опять же, я могу только свои взгляды передавать, на мой взгляд, что это вообще в основном-то и есть гражданские люди. Ну это же ужасно. Это не просто ужасно, это выходит за всякие грани сознания, но в принципе, с другой стороны, чего ждать от нацистов? Чего можно было ждать от нацистов? Да, Если так. это так, да. Ну и второй вопрос, который, мне кажется, должен тоже всех интересовать. Расскажи про бой за аэропорт. Что такое бой за аэропорт? Это, в принципе, очень серьезная, долговременная операция. Можно было, конечно, весьма возможно и решить все вещи и раньше. Можно было, возможно, все эти вещи делать раньше. Но вопрос в том, что раньше были и другие, более насущные задачи. Вопрос второй, что действительно по-хорошему подготовленных спецов в армии Новороссии не очень много. Как же хваленые американцы с поляками контрактные? Это с другой стороны ты имеешь в виду. Да, с другой стороны. В смысле, да, с армией Украины, да. С армией Новороссии, да, я понимаю, да. То есть в действительности же нет никаких путинских войск, нет никаких спецназов. Нет, спецназы собираются. Я еще раз говорил и говорю, что они безумцы, когда они говорят, что Россия ввела войска. Если бы мы по-настоящему ввели войска, нам бы хватило недели бы, чтобы все это закончить. Без зачисток согласен. Без зачисток согласен. А зачистка вот того же аэропорта, это крайне трудная спецоперация, это крайне выматывающая спецоперация, которая идет с конца мая. Причем в действительности нужно быть военным человеком, чтобы представлять масштаб этого. То есть, если ты вспомнишь, аналогичная ситуация там была с казематами Брестской крепости. Ну, да, это я понимаю, что это такое. Очень серьезно. Тут же у ополчения еще стоит более задача, она стоит зачистить, теряя как можно меньше. Ну, так они еще не зачистили, правильно излагаю? Нет. То есть операция не завершена. Несмотря на то, что несколько дней назад, уже после того, как я уехал, там и флаг подняли ДНРовский над аэропортом, над терминалами, но тем не менее операция сложная. Запасы там были большие, на которых можно еще долго сидеть и партизанить. Спецы с той стороны также есть. И совершенно четко можно отметить, что не совсем уж плохие, скажем так. Ну, конечно. Мотивацию их я, соответственно, не знаю. Какая мотивация сидеть и бегать по подземельям, да, отбиваясь вот это все постоянно, да. Плюс еще 2 поселка рядом, соответственно, из которых ведется артиллерийская поддержка, да, этой украинской армии. То есть такая задача, она решается. Решается понятно. Без всяких сомнений он будет наш, ценой скольких жизней, какого времени, не очень понятно. Не очень понятно, в том числе не очень понятно то усиление, то уменьшение давления на этот самый аэропорт. Но я еще раз подчеркну, существуют часто другие, более важные насущные задачи. Хотя, конечно, так нельзя говорить, этот самый аэропорт, это достаточно ключевой момент. Но, тем не менее, тут фронтовому командованию всегда виднее, правильно? Да. И вот я хотел бы к
предыдущему, а то и к предыдущему вопросу добавить, что определенные противоречия и шатания, они между различными группами, между различными командирами, конечно же, имеются. Но когда касается выполнения боевых задач, все со скрипом, может быть, но работает уже довольно слаженно, что достаточно, опять же, сложная организационная задача, если кому-то из комрадов непонятно, это Да. действительно подвиг солдат. Если учесть, что никто никого не расстреливал за невыполнение приказа, да, Да, то да, тут получается, что умудряются найти вот эти самые меры и методы взаимодействия. я Вот, бы хотел тебя, знаешь, о чем попросить, рассказать нашим ребятам, если можно, да. о том, о чем ты мне рассказывал, чтобы они понимали, о том языке, о который ты притащил. Ой, давай все-таки давай все-таки это уберем и не будем. Просто я еще не этот самый, не готов свои подвиги выставлять на обозрение. Я обязательно их выставлю, да? Да, ну тогда это может быть попозже. Из разговора убрать вот этот кусочек Да, 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 не да. получится, но тогда это Вот самое. я потом непременно, когда можно будет говорить, ну когда я уверен, это не будет критики Да, со стороны, а то знаешь, что и скажешь, а тебя в чем-нибудь обвинят, я уже привык. да, военных преступлений, да? Да, например. Например, ну, не совсем же так надо. Тут ситуации-то какие получаются там, то есть на каждого более-менее заметного человека, еще кроме всего прочего, то оплот бумагу пишут, то в прокуратуру, ДНР, Ага. по любому этому самому, по любому вопросу. То есть там на каждого из моих товарищей, да и на меня там этих бумаг уже написано, понимаешь? И кто их пишет-то? Ну кто? Какие-то, ведь среди ополченцев есть не только хорошие люди, как я подчеркнул, вообще из-за чего я и схватился и обратился к тебе, да? Вот. Не только же хорошие люди есть. Вот, например, те, про кого я говорил, и за помощью в описании деяний которых обратился к комрадам, да, чтобы в ехидно-публицистическом стиле достаточно коротко их Ну, описать. правильно я понимаю, что если кто-то из наших ребят согласится тебе помочь, то они должны написать мне, а я дам для Да, связи, ну, вот почта моя же есть в профайле, могут да, мне почта в профайле, я ее могу подсказать, все. либо на скайп, там, то есть, пускай, да, кто-нибудь поможет мне, пожалуйста. Тут дело в том, что, ну, у самого все-таки не прозаик я, не прозаик, поэт я, да, не получается у меня коротко это все изобразить. Вот. Я непременно потом уже по какому-то истечении какого-то времени проповествую полностью и начну фамилии называть там. А на данный момент как бы немного рановато. Я не Ну уверен. ладно, И по тогда, чужим. Русланчик, мы прощаемся. Спасибо большое. Да, я тебя обнимаю, береги себя, и я думаю, что пацаны с нашего сайта все присоединятся к этому. Главное, береги себя, дорогой, и Конечно, конечно, спасибо. Спасибо жить, тебе, спасибо всем заранее, спасибо тому, кто мне поможет, соответственно. жить будем. Давай. Всего.